Здравствуйте. Сегодня у нас в проекте благотворительного фонда «Харысхал» особенные мамы Зинаида Климова, мама особенного ребенка Саши. Здравствуйте, Зинаида. Здравствуйте. Я вот хочу начать с вашей цитаты, которую я прочитала в аккаунте. Угу. Чтобы прожить диагноз, надо испытать шок, обвинить всех, особенно мужа. Угу. Вот объясните, пожалуйста, откуда возникла эта цитата? Это не цитата, это этапы проживания. Угу. Да? Шок – это что такое? Ну, вообще, получить диагноз ребенка – это что такое? Это испытать шок, это горе. И как любое горе, оно проживается через этапы. Через шок, отрицание, поиск виноватых. И, естественно, под раздачу в первую очередь попадаются мужья, самые близкие люди, потом врачи, а потом сам человек, мама сама себя винит, потом через агрессию это происходит, там, через гнев, потом уже приходит апатия, и после апатии приходит принятие. То есть мы так вот проживаем вот эти этапы горевания. А сколько времени у вас это все происходит? У всех по-разному идет. Это у у всех вас? по-разному. А у меня это, наверное, я даже не могу сказать. Потому что где-то там вот мы все равно болтаемся. Где-то, да, мы приходим в апатию, потом как будто приближаемся к такому вот принятию, происходит вот это смирение. А потом уже обратно возвращаемся на эти поиски виноватых, потом начинаем злиться. И принятие, скорее всего, оно произошло тогда, когда ребенок пошел в школу. Сашеньке было тогда уже 7 лет. Да, и вот как раз и вот после принятия диагноза я поняла о том, что надо что-то менять в жизни. Да? Я задумалась о том, что я могу оставить для своего ребенка, чтобы это помогало ему после моей смерти. Да? Потому что это, я уверена, что каждая мама, которая воспитывает ребенка с инвалидностью, она задается: а как будет жить мой ребенок? Мы все об этом задумываемся. И вот когда я задумалась об этом, понятно, что я могла оставить какие-то материальные блага. Да? Я могла оставить там, дом, квартиру, там, какие-то там, может, накопления. Но это будет очень мало. Почему? Потому что мне важно было, чтобы Саша жил в инклюзии, которую мы называем инклюзией. Да? Для меня было важно, чтобы Сашу принимали таким, какой он есть, и он чувствовал себя безопасно. Чтобы он был социально адаптирован. Хорошо, Зинаида, а давайте начнем с самого начала, когда вы поняли, что у вас особенный ребенок, потому что как бы у вас такой диагноз, который с рождения его не видно, да? Да. Вот давайте начнем сначала. Когда Саша родился, он был очень долгожданный ребенок. Мы очень хотели мальчика. И Саша, когда нам сказали о том, что будет мальчик, муж аж прослезился от радости. И вот когда он родился, меня удивило то, что он все время плакал. С самого рождения. И это было не просто там какой-то плач, там, как капризы какие-то. Он просыпался резко ночью, да, и с такими криками, как будто бы ему очень больно. И, естественно, меня это настораживало. Я обращалась к врачам, мне объясняли о том, что это колики, это еще что-то такое. Но я понимала, что это не совсем так. Это первое. Да? А потом уже к последствию, конечно же, я поняла, мне рассказали врачи потом о том, что вот такой вот беспокойный сон он всегда к чему-то приводит. Не обязательно к аутизму, но к какому-то диагнозу он все-таки приводит. Может быть страшно, может быть не таком страшном. В любом случае на него надо обращать внимание. Да, обращать внимание надо. Потом второй момент, на что я обратила внимание, все-таки я была мамой второй раз. То есть было с чем сравнивать. Да, разница большая была, 12 лет, но тем не менее все равно что-то помнила. Я помнила о том, что дочь в 4 месяца она держала бутылку руками и пила самостоятельно молоко, да, а Саша у меня вообще не держал. Он не держал ни бутылку, сам не мог держаться. Вот, наверное, все мамы не знают о том, что у детей есть вот это хватательный рефлекс. Да. У Саши он полностью отсутствовал. Но вам не говорили, что это же мальчик, у мальчиков так обычно это говорят. Потом уже начали говорить. Да? Это уже после года, тогда, когда должна была пойти речь, да, а речи не было, тогда говорили, это мальчики поздно говорят, да, вот он начнет говорить и так далее. Но вот в тот момент, до года, да, вот эти две вещи меня очень сильно беспокоили, и нам говорили о том, что есть мышечный тонус, нужно там делать массажи, естественно, мы все это делали.
Вот. Но улучшений как таковых оно не происходило. Саша поздно очень сел после 9 месяцев, поздно начал ходить. А во сколько поздно ходить? Ну, в принципе, считается норма, но вот обычно же ребенок в год ходит, а Саша где-то год и 2 месяца пошел. Вот. И плачи эти так они не прекращались, они только увеличивались, и это было очень тяжело. И самое главное было непонятно. Да? А потом уже там, когда вот после года там появились первые слова. Ну, такие вот лампа, где показать, да, там баба, мама, ну, что-то такое. Вот, да? И нам говорили о том, что развитие идет в норме. А потом в 1,5 года речь совершенно пропала. Ребенок в один прекрасный момент, он изменился очень сильно. Если раньше он как-то проявлял эмоции, то он вообще как-то вот, как будто бы в себя ушел. Я отлично помню вот этот момент, потому что это просто вот как вот белый лист. Вот нету вот этих навыков. Вот где вот лампа, он не показывает. Его зовешь, он никак не реагирует. Вот. И первым делом мы пошли к логопеду, потому что речь пропала. Да, ну, вот я думала, ну, как все мамы, наверное, раз речь пропала, значит, нужно к логопеду идти. Да, и мы пошли к логопеду, логопед говорит, посмотрела сына. Саше тогда было 1,5 года, и она сказала, у вас все признаки раннего детского аутизма, вам нужно идти к психиатру и неврологу. Я очень сильно испугалась. И удивилась, потому что ну, это психиатрия, это у нас в семье нету никаких психически больных людей. Поэтому... А вы знали вообще, что такой существует диагноз аутизм? Нет, вообще не слышала ни разу. Знала о том, что это есть психиатрия, но вот что-то там такое далекое. Да, вот как мы все слышим, да, шизофрения, да, там, гораздо чаще, наверное, слышим об этом, чем об аутизме. Ну, вот точно самое вот так вот я воспринимала вот это. Вот. Мне объяснили о том, что ребенок не контактный, он обращенную речь не понимает, поэтому это все признаки раннего детского аутизма. Естественно, я обратилась, ну, как по рекомендации неврологу, к психиатру мы не стали обращаться, потому что отговорили меня. Да, и невролог, и педиатр наш отговорил. Ну, не знаю, плохо это или хорошо. В общем, мне объяснили о том, что это же мальчик. Поздно они говорят, и поэтому, да, говорит, речь вернется, он успокоится и вернется. Ну, и хорошо, мы сели и начали ждать. Но это было очень неправильно. Как сейчас выясняется. Да, потому что именно в этот период очень важно заниматься с ребенком. Дефектолог, чтобы занимался, психолог, чтобы занимался. Почему? Потому что это ранний вот такой вот возраст, да, он очень важен для всех нас. Потому что там база накладывается, да, фундамент нашей личности, психики. Вот. Но мы сидели, ждали, когда появится речь. И я знаю о том, что вот мамы особенных детей, которые есть ментальные нарушения, да, они беспокоятся именно об этом, чтобы ребенок заговорил. Да, мы сидели, ждали вот эту вот речь, и ждали 1,5 года до 3 лет, да, 2 года 10 месяцев мы пошли к другому логопеду, и этот логопед, вот ей большая благодарность то, что она все-таки раскрыла глаза нам, что ждать смысла нет. Да, то, что у нас поведение больного ребенка, да, потому что Саша был супер-гиперактивным ребенком. То есть гиперактивность, многие понимают что он просто активный ребенок, но на самом деле гиперактивность – это невозможность ребенка сосредоточиться на одном каком-то процессе, поэтому вынужден прямо бегать из одного процесса в другой процесс. То есть сейчас он раскладывает игрушки, тут же бросает, он бежит там куда-то, там что-то ломает. Вот у Саши был именно вот такой вот. Это был супер-гиперактивный ребенок, который не знал, там, что такое банан, что такое хлеб, потому что сложно было там, ему это объяснить как-то. И, в общем, я увидела о том, что, оказывается, у меня ребенок-то очень сильно отстает. Да, такие какие-то элементарные вещи он не знает, не понимает. И благодарность это вот логопеду о том, что вот она нам раскрыла глаза, и все-таки мы уже начали полностью обследование, и уже в этом же году, это был 2014 год, через 2
3 месяца нам уже поставили инвалидность. И нас направили на МСЭК. И комиссия была очень сильно удивлена о том, что вот в 3 года нас направили, и говорит, вы очень рано пришли, потому что не было никакой реабилитации, никакой абилитации не было. Но когда вот Сашу завели, комиссия начала его смотреть, у них там полки были, стеллажи с документами, и Саша полностью вот это все разнес. То, что было вот там в его доступе, он полностью вот это разнес, и они сказали, комиссия сказала, это по поведению вашего ребенка мы видим то, что он нуждается в реабилитации, нуждается в лечении, поэтому мы вам определяем инвалидность на год, потом уже на 2 года, и так далее. Вот с тех пор мы на инвалидности. Так, сейчас я еще одну вашу фразу скажу, да, что кайф в жизни приходит после адового круга. Но здесь я тоже имела в виду вот как раз вот принятие диагноза вот этот. И это действительно очень тяжело, потому что я, как уже сказала ранее, это вот хождение вот по кругу. То есть, вроде как будто мы поэтапно должны проходить, да, там шок, отрицание, поиск виноватых, гнев, апатия, смирение и принятие, но это так вот не происходит. Почему? Не потому что тяжело принять, да, там действительность, какой она такая есть. Очень много, это большая путаница есть. Вот многие не понимают, что значит принять диагноз. Да, многие думают, что надо ребенка видеть таким, какой он есть. Но на самом деле тут важно видеть ребенка таким, какой он есть, а видеть себя такой, какая ты есть. А вот принять себя со всеми своими проблемами, со всеми своими внутренними конфликтами бывает, конечно же, очень тяжело. А скажите, а как вот вам удалось выйти вот из этого? Мне очень помогло знакомство с Харасхалом. В 2014 году, когда вот Саше поставили инвалидность, это был ноябрь, в декабре я обратилась в Харасхал, и там был очень хороший курс вот, «Мир глазами моего ребенка». И мне это очень сильно помогло, потому что я увидела таких же мам, как и я поняла о том, что я не одинока в своей проблеме. Оказывается, есть место, где меня могут принять и понять, и даже поддержать. И для меня это было очень большим подспорьем. И вот с этого началось, наверное, вот это вот принятие диагноза. А сколько было человек вот на этом курсе? Что там преподавали, что давали? Это был тренинг, да, там говорили вот как раз об этапах вот этого горевания, да, и я поняла о том, что есть этот этап, и мне важно его проживать. Говорили о детях, говорили о своих собственных проблемах, говорили. Вот это больше такая вот, терапевтические такие сессии групповые были. Вот. Сколько было мам там, я точно не могу сказать, но достаточно, около 10, может больше, может меньше. Вот. Это было очень здорово, потому что я тогда поняла то, что я не одна в своей проблеме. Вот. А дальше уже что пошло-то? Моя собственная терапия, моя собственная психотерапия. Я меняла психологов, я искала. И вот как раз вот это все помогло принять, потому что принять диагноз, я, как уже сказала, это не видеть ребенка таким, как он есть, а видеть себя, прежде всего, такая, какая ты есть, со всеми внутренними конфликтами, да, которые помогут увидеть как раз и ребенка таким, как он есть. А вот скажите, вот чисто с бытовой точки зрения, да, вот как я поняла, Саша иногда был неуправляемый, что-то еще, да, а, допустим, вот вы шли к психологу, с кем он оставался? То есть кто за ним смотрел? Справлялись ли близкие? Вот, просто чтобы иметь представление об этом. Конечно же, это Саша оставался с папой, то есть мы с ним делились. Сперва, я смотрела, когда вот папа работал, да, когда мне необходимо было, папа смотрел за Сашей. В принципе, сейчас это точно так же происходит. Вот. На какие-то короткие периоды Саша сейчас может оставаться один, да, но если длительно, то папа остается. Вот так вот мы с ним делимся до сих пор. Поняла. А вот, допустим, была ли у вас возможность работать тогда? Потому что вы по специальности инженер там. Я была, по первому образованию была информатик-технологом. В 3 года, до 3 лет это декрет был, да, и весь этот
обследование инвалидности, оно произошло в период декрета, поэтому, когда, говорит, пришло время выходить из декрета, я написала заявление об увольнении, и уже там инвалидность была, да, и я уже оформила как это присмотр, да, там, как это социальный статус называется, я уже забыла. Уход за... Да. По уходу за ребенком с инвалидностью, кажется, вот так вот звучало. Ну, и с тех пор я и не работала. А вот как бы мы остановились с вами на возрасте 3 лет. Что было дальше? Вот вы попали на курсы Харсхала, поняли, что у вас такая проблема, или какие-то увидели какое-то направление, по которому двигаться, и что вы стали делать? Для начала, конечно же, я думала, что нужно, я была уверена в том, что вот нужно осветить, там, просветить, я не знаю, покопаться в мозге ребенка, и тогда я пойму, что с ним происходит. Я уверена, что все мамы через это проходят. То есть я знаю о том, что многие мамы прямо изучают вот это все и начинают даже в этом разбираться, когда раньше не разбирались, то начинаются разбираться в этих снимках, диагнозах, там, анализах и так далее. Вот, и я точно так же пошла по такому же пути. То есть мы поехали в Китай, и я очень рада, что мы поехали в Китай. Папа наш сказал о том, что мы не будем обследоваться здесь, в России, лучше поехать за границу, в Китай. Там, я не помню, какая-то статья, что ли, вышла, где-то ее вычитала о том, что там, похоже с нашей, да, ситуацией. Он говорит, вот есть вот пример такой, да, говорит, поэтому лучше поехать вот так вот. И я начала искать клинику, чтобы обследовать Сашу. Попалась на мошенников, потом на вторых мошенников попалась. Я была в полном отчаянии. И мне очень жаль, что вот я не сохранила вот эти все свои записи. Но у меня была такая огромная тетрадь, 96 листов, и я полностью там все вот эти вот вырезки распечатывала. Даже дошло до того, что вот схему аэропорта Бангкока, да, вот это, даже вот это распечатала путь, как вот найти вот, да, там вот автобусы были, чтобы там, вот между вот этими вот терминалами, да. Вот очень, на самом деле, это полезная тетрадь была, потому что я распечатала клиники, отзывы, где это находится, там плюсы, минусы, то есть отзывы, да, там положительные, негативные отзывы. Где вы их брали тогда? В интернете, я все в интернете искала. Распечатывали Да. И все где-то там сама записывала, где-то там распечатывала, и это была такая внушительная тетрадь. Мне очень жаль, что я ее взяла и выкинула. Просто она не влезала никуда, я просто обесценила весь вот этот труд, когда вот уезжали с Китая, да. Но и сейчас очень жалею об этом, потому что многим другим мамам, да, это очень помогло бы. Вот. И вот то, что вот мы поехали в Китай, нам очень помогло в том плане, что вот эта гиперактивность, которой Саша мешала, она стала меньше. Да. Нам ставили там иглы, нам давали какие-то вот снадобья там и массаж. И я хотела бы сказать о том, что это не панацея, да, это то, что нам помогло. То есть это нам индивидуально помогло. Я бы не хотела бы рекомендовать это всем, что прямо вот надо ехать туда, только там могут. Это абсолютно, да, это нам помогло. Дети все разные, диагнозы все разные, поэтому случаи тоже у всех разные. Поэтому вот нам помогло вот это, может, другому ребенку что-то другое может помочь. Поэтому я не рекомендую, да, то есть прямо вот говорить о том, что надо туда ехать, и вам это поможет. И действительно, после Китая, когда вот мы там около месяца были, жили, вернулись в Россию, через месяц действительно гиперактивность она спала. Я помню вот этот вот, когда Саша начал смотреть на меня, да, и какой-то вот задерживаться взгляд начал, да. И вот тогда я начала с ним усиленно заниматься. Была большая проблема в том, что Саша не мог усидеть с специалистом, потому что очень сложно было ему подобрать. У него была такая особенность, что он вообще женщин к себе не подпускал. А специалисты, да, в основном это, конечно, женщина. Вот. Единственная женщина, которая могла к нему подойти, это была я. Да, он просто дико боялся, я не знаю почему, это особенности аутизма, да, то он не подпускал к себе практически никого.
Поэтому... А более всего женщин? А больше всего именно женщин почему-то. Я не знаю, почему вот так вот, но вот он именно так вот поступал. К мужчинам он вообще как родной прямо. Да, вот я помню, что прямо вот залезал к ним на колени, мог обнять, а вот женщина прямо вот до истерики доходила. Поэтому сложно было там с бабушкой отношения. Сложно было бабушке подойти к нему, то есть она на расстоянии ему махала, да, там он на нее так вот оглядывался, но не подпускал близко. То есть с бабушкой он не оставался? Нет. Ух ты. Мы Сашу от и до сих пор сами смотрим. Да, нам, обычно же там дети бабушкам же оставляют, у нас такого не было. Мы полностью смотрели сами. То есть с тех пор у него как бы к женщинам до сих пор такое отношение? Нет, сейчас-то, конечно, нормально уже, да, там. Вот раньше было такое, может быть, я не доверяла, да, там. И Сашу тоже побаивались, может быть. И Саша сам тоже не особо там доверял другим, женщинам. Поэтому вышло так вот, и мы сами смотрели с мужем. Вот. И тогда я решила, конечно же, заниматься с ним сама. Да, читала много книг, слушала какие-то там курсы, я помню, вот эти все эти умные карточки вот эти вот занималась, рекомендации вот этих вот специалистов мы тоже все эти выполняли. Вот, и у нас даже это было такое, что вот 10 минут занимаемся, там, до обеда, как в школе прямо, да, там 10 минут занимаемся, потом 10 минут отдыхаем, потом 15 минут занимаемся, потом 10 минут. Увеличиваете да, вот эти. Да. Вот, все это вот так вот. Тоже я помню, вот распечатывала, купили специально там принтеры, помню, купили. Это позже купили принтер. Вот эти все эти, когда я учила читать, Саша тоже вот это все распечатывала, там, ему, помню, учила его. И таким образом, да, он как-то это начал все вот это вклиниваться. То есть, потихоньку стало получаться, что было очень приятно и удивительно. Он начал говорить после 5 лет. Вот. И до 5 лет, да, точнее, ему тогда 4,5 было. Это был 2015 год. Для начала надо сказать о том, что ему это не поставили аутизм. Это большая проблема наша, кстати. До сих пор наша система остается то, что аутизм очень поздно диагностируется. Верный, правильный диагноз, то он очень важен. Почему? Потому что именно от наличия диагноза будет организован образовательный процесс, образовательный маршрут. И вот в 2015 году я всегда думала о том, что у Саши есть, мы там еще же к неврологу и эпилептологу ходили, и у Саши была эпиактивность, да, и я думала о том, что у него есть эпилепсия, поэтому все проблемы аутистические, да, это из-за эпилепсии. Я была в этом так уверена. Есть же понятие, как первичный аутизм и вторичный аутизм. Первичный аутизм ребенок так вот рождается, да, а вторичный аутизм это приобретенный. Получается, есть нарушение центральной нервной системы работы, да, и ребенок попадает в это состояние аутизма. Вот. Я думала всегда о том, что у нас есть вторичный аутизм, поэтому я очень была убеждена о том, что если там обследовать, если найти первый источник, как-то можно что-то исправить, подправить, подкрутить, там, вылечить, как-то можно было бы помочь. Поэтому уже в Москве я нашла клинику, заплатила огромнейшую сумму денег. Мы прошли видеомониторинг ночной, заплатила за профессора очень дорогого. На то время 1015 или 20 это стоило. В 2015 году это были. Но сейчас, до сих пор это немалые деньги. Но наша консультация, она прошла ровно 10 минут. Почему? Потому что врач, который нас принял, он посмотрел и сказал, вы не мои пациенты. Да. У вас чистой воды психиатрия, вам надо идти в научный центр психического здоровья. И я удивилась, что это такое, потому что я не знала об этом. Да? И тогда я поняла о том, что надо двигаться уже не в сторону неврологии, да, а в сторону психиатрии. И вот этот врач мне выписал это название научного центра психического здоровья.
показал сайт и сказал нам туда обращаться. Мгм. Это было очень знаково. Когда мы вернулись обратно в Якутск, я начала искать этот научный центр психического здоровья. Оказывается, у нас есть очень хороший федеральный центр. Это он бюджетная организация, да, научный центр психического здоровья. Да, самый такой вот... Где находится? Он находится в Москве. Да, и, скажем так, вот, ну, я скажу, конечно, очень грубо, да, но это там, скажем, главное в психиатрии, да, вот, потому что все шкалы по недееспособности это разрабатывает именно вот этот центр. Вот, и через сайт я с ними созвонилась, они нас записали, и мы туда поехали на консультацию. Сколько было Саше лет? Это было все в этом году, в 2015 году. Ему было около 5 лет, ему еще 5 лет не исполнилось. Вот, и они нас поставили, ну, сказали, говорит, у вас аутизм, да, и вам нужно в стационар ложиться. И написали нам на вызов, там справка-вызов, что это называется. В общем, что делают в стационаре? В стационаре делается что-то. Сперва, конечно же, идет какие-то клинические обследования, ну, это анализы там, и так далее. Специалисты смотрят. Да, и в первую очередь, конечно же, чем лечат? Нейролептиками. А плюс еще занимаются специалисты. Подбор лекарств. А сколько он там пролежал, и стало ли ему лучше после этого? Мы там месяц лежали. Вот, и да, ему стало лучше. А в чем это выражается? В том, что вот как раз он начал говорить. Да, вы же сказали, что... Вот мы вот в 16 году в мае мы лежали в НЦПЗ, а в ноябре этого года он заговорил. Сказал ААК. Он сказал собака это. Вот. И это, я помню, до сих пор это так было прекрасно. Я помню вот это его взгляд о том, что я могу говорить, оказывается, у меня это получается. Это было очень такой... Я до сих пор помню вот этот взгляд. И прямо вот и после этого, да, говорит, у нас речь потихоньку пошла. Вот. И... Сейчас ему тогда 11 лет. 11 лет. Ему будет в этом году 12 лет в сентябре. Какова сегодня ситуация? Ну, мы опять-таки в этом году были в НЦПЗ, прошли консилиум. У нас раньше стоял диагноз атипичный аутизм, безумственной отсталости, то есть у нас интеллект сохранный. В этот раз нам поставили детский аутизм. И сейчас Саша учился, закончил 4 класс. Он первый год учился в ресурсном классе, мы очень долго этого добивались, это тоже отдельная история. Да? 4 класс он закончил, но закончил потому что на домашнем обучении. Да, у нас все равно остаются вот эти эмоционально-волевые нарушения и сложность с адаптацией в социуме. В любом случае у нас это все равно есть, несмотря на то, что интеллект сохранный. Ему до сих пор сложно находиться в большом обществе, где очень много людей. У него начинаются панические атаки, у него начинаются истерики, и он очень боится вот это вот. Иногда берем вот эти наушники. Вот. Именно по этой причине мы не можем пройти реабилитацию, потому что там очень много детей бывает, и Саша детский плач не переносит, поэтому а так он хорошо закончил, без троек. А домашнее обучение, это из какой школы приходит? В 35-й школе. Понятно. Мы в 35-й школе. А есть какой-то предмет, которому он проявляет наибольший интерес? Это математика. Но он, наверное, в меня пошел. И у нас папа тоже такой же с аналитическим мышлением, поэтому как-то математику ему легко дается. Я не могу сказать о том, что она ему нравится, но он говорит, что она ему нравится, математика. Вот. Русский язык нам очень сложно дается, потому что, естественно, у нас есть проблемы с тем, что он очень плохо пишет, дисграфия, дислексия. Вот. Он до сих пор невнятно говорит, сложности в этом есть, поэтому с русским языком у нас, конечно же, проблемы.
При этом правила он хорошо знает, но пишет он как первоклассник пишет до сих пор. У нас моторика очень сильно нарушена, поэтому плохо пишет. Но также ему нравится литература. Он очень хорошо пересказывает. Вот. Но пересказывает он без анализа. Но, не знаю, почему-то ему 5 ставят по литературе. Вот. И английский язык. Как-то раз я обнаружила, это было в прошлом году, или в 2021 году, да, в 2021 году я обнаружила о том, что он слушает YouTube на английском языке. Я говорю: Саша, зачем ты это слушаешь? Он говорит: мне интересно. Я говорю: как это тебе интересно? Ты разве понимаешь, что ты там говорят? Он говорит: да, я все прекрасно понимаю. Вот, давай переведи. Он говорит: вот об этом рассказали. Да? И я очень сильно удивилась: а как ты так научился английскому языку? Он говорит: не знаю, как-то сам выучил. И я обнаружила, оказывается, что Саша английский язык знает очень хорошо. Он понимает и может писать на английском языке. Да вы что? Угу. И это неудивительно. Почему? Потому что в научном центре психического здоровья как раз врачи мне объяснили о том, что для детей с аутизмом английский язык оказывается как второй родной язык. Да? Они очень хорошо почему-то его знают. Вот. И после этого я нашла репетитора с носителем языка, и они занимаются до сих пор. Матиус его зовут, он живет в Замбии. Саша его очень любит, они занимаются 2 раза в неделю. И так он... Слушайте, как интересно. Да. А вообще я наслышана о том, что люди с аутизмом, как правило, бывают в чем-то очень талантливые, гораздо более талантливые, чем абсолютно здоровые люди. Это больше исключение, чем действительно так и есть. Да? Почему? Потому что популяризация этого аутизма, да, в кино тоже, в книгах, да, надо рассказывать, как будто бы это какие-то очень талантливые люди, да, но это далеко не так. В большинстве случаев аутизм очень тяжелый. Это все-таки психиатрия, и поэтому я считаю о том, что как раз такие этот миф, миф, да, о том, что талантлив, в чем-то талантливый, да, очень сильно искажает настоящую картину, в какой реальности есть аутизм. Да, есть такие, но их очень мало и очень довольно-таки редко встречаются. Саша, я считаю, исключение из правил. Потому что, тоже мы обнаружили один раз о том, что просто ради интереса мы купили ему компьютер, да, и там какую-то игру муж установил. И, в общем, там нужно было какие-то очки набирать. Ему увидели о том, что Саша очень хорошо считает. 4-значные числа, ему было около 5 лет, считает в уме с легкостью. Мы этому очень сильно так поразились, прямо как это так? Он даже говорит тогда толком, а считал именно как-то так он. И сейчас эти способности у него пропали, да, потому что мы их не стали развивать. И зачем это развивать? Занимались ментальной арифметикой, и учителя тоже прямо поражались его способностям, но ментальная арифметика она дальше у нас не пошла. Почему? Потому что там же это ментально, то есть надо представлять же эти счеты. Да? Если на счетах у него все прекрасно получается, то представлять в уме для ребенка с аутизмом это очень сложно. Это практически невозможно. Саше это было непонятно, что значит в уме представить, да, он этого не понял, поэтому дальше дело у нас не пошло. Но учителя очень удивлялись и говорили о том, что у Саши тогда было 6 лет, говорили о том, что навыки, которые он делает, да, навыки 12-летнего ребенка, которому нужно заниматься несколько месяцев. А Саша это буквально за 3 занятия усвоил. Они даже предлагали олимпиаду ему участвовать, но мы не пошли, потому что, опять-таки, это же ментальная арифметика, нужно представлять, поэтому мы не стали дальше этим заниматься. Я как вас послушаю, прямо очень способный ребенок, еще и если английский язык так у него. Это же совершенно удивительно. Я считаю, это просто исключение из правил. Да, есть способности к математике, но они не такие прямо выдающиеся, потому что там же помимо считать, там очень много же всего есть.
да, там уравнения, там, да, вот эти вот задачи на логику. Сейчас очень много вот математика больше на логику, да, там. Он этого не понимает, ему очень сложно это представлять. А скажите, вот у меня сложилось такое ощущение, да, может быть, я не права, что вы сейчас вот руководствуетесь тем, чтобы, не будем надеяться на что-то хорошее, но если оно произойдет, мы обрадуемся, но как бы, чтобы не огорчаться, если этого не произойдет. Так, нет это такого? Не совсем так, да. Почему? Потому что здесь как раз вот, знаете, что вот, надо наблюдать за ребенком. Вот почему очень важно принять диагноз, да? Почему прежде всего надо принять себя, принять ребенка? Почему? Потому что как раз вот это помогает увидеть то, что можно развивать, формировать в ребенке. То есть, если мы говорим о нормотипичном ребенке, да, мы понимаем, что там ребенок в какой-то возраст начинает ходить, потом говорить, и мы все это прекрасно развиваем. А с детьми с инвалидностью это немножко по-другому. Да? Где-то бывает высоко, где-то бывает низко, как у нас, да, допустим. Поэтому очень важно видеть то, что у ребенка хорошо получается, и делать акцент на этом. То есть, если у Саши вот английский язык хорошо получается, мы это развиваем. Если у Саши хорошо получается математика, мы это развиваем. Если у Саши не получается с русским языком, мы его это не мучаем, мы принимаем, то есть направляйте внимание на то, что получается. Да. Вот именно вот это и есть принятие диагноза. Потому что когда мама не принимает диагноз, она хочет прямо вот о том, чтобы ребенок, я часто вижу такие случаи, когда вот мамы боятся 8-го вида, да, образования. А что такое 8-й вид? 8-й вид, да, это программа коррекционная, да, и считается то, что она для умственных отсталых детей, хотя это абсолютно не так. Да, там есть программа 8.3, 8.4, которая есть нарушение интеллекта, но есть 8.1 и 8.2, которые они цензовые, то есть ребенок аттестат получает. У Саши программа 8.2 была, да, в начальной школе, и мы учились по этой программе. Поэтому вот, когда мама не принимает диагноз, да, она хочет навязать на ребенка то, что ребенок не может делать. Понимаю. Вот смотрите, вы по образованию информатик-технолог, да? И я знаю, что вы сейчас успешно занимаетесь психологической практикой. Вот когда вы решили переориентироваться, сколько было лет Саше, и вот какие успехи вы сегодня делаете в этом своем новом качестве? В 2018 году, когда Саша собирался идти в школу, я и другие мамы добивались того, чтобы открылись ресурсные классы для детей с аутизмом. Ресурсные классы – это класс, отдельный кабинет, где ребенок мог бы обучаться, да, по тем предметам, которые ему сложно даются. То есть ресурсный класс, да, это то место, где есть ресурсы. Специалисты, которые ребенку помогали бы преодолеть то, что ему сложно преодолеть. И потом уже потихоньку интегрироваться в социум. То есть у нас есть сразу же, ребенок же может идти в инклюзию. Есть другой способ инклюзии, тогда, когда ребенок потихоньку интегрируется туда. Вот. И ресурсный класс именно это предполагает. И мы очень тяжело этого добивались, потому что в конце 2017 года мы это начали делать, писать все письма по инстанции Министерства труда, образования, управления образованием, вообще везде писали. Потом начались эти бесконечные совещания, собрания, и вплоть дошло до того, что мы обратились в городскую думу и к депутатам нашим, да, и благодаря этим нашим депутатам открылись первый ресурсный класс в Якутске, в республике, на Дальнем Востоке, в 35-й школе. Решение вышло прямо очень эмоционально, потому что никто не понимал, я имею в виду в системе, да, то есть там свои собственные препоны, почему они не могут это сделать, потому что вроде там есть, да, закон об образовании, но ресурсные классы есть хороший опыт того, что в других регионах, как они работают, но нормативных актов
да, у нас в республике нету федеральных нормативных актов, тоже нету, как они должны работать. Поэтому все происходит на голом энтузиазме родителей. И в тесном сотрудничестве, конечно же, с местными властями. Вот никто не знал, как это работает, поэтому, да, говорит, это очень происходило эмоционально, и буквально вот прямо, почему эмоционально, потому что вот 28 августа дети не идут в школу, не идут в школу, было непонятно, в какую школу идут, в какой класс, как там дальше быть. Естественно, мы все были вот в таком вот очень большом таком нервном состоянии. Да, состоянии были. Потом все-таки это приказ управления образования они сделали о том, что ресурсный класс открывается в 35-й школе. Саша пошел в ресурсный класс, и другие мальчики тоже пошли. Я тогда задумалась о том, что почему нас так тяжело. Вроде там все говорят об инклюзии, да, вроде все говорят о том, что важно поддерживать, да, там, детей, людей с инвалидностью, и о том, что мы должны быть человечными, неравнодушными. Но на деле все как будто бы происходит обратно. Я задалась вопросом, почему так вот происходит? В чем такая разница между вот делами, да, и словами? На словах у нас все прекрасно, у нас как будто бы есть инклюзия, на словах как будто бы у нас все прекрасно, а на деле происходит совершенно обратное. Я тогда поняла о том, что важно ведь, чтобы человек себя ценил, уважал себя, любил себя, потому что все то, что вот мы встречались, это было проявление не к нам, а человек просто сам был не уверен, да, в себе, может быть, в чем-то. И я поняла о том, что человек, который любит себя, ценит себя, он никогда не будет делать плохое другому человеку. Поэтому, вот это моя идея. Я всегда говорю о том, что я психолог не по призванию, а психолог по идее. И вот моя идея заключается именно в том, что вот я помогаю людям обрести себя, да, полюбить себя, увидеть свои внутренние конфликты, научиться с ними справляться. И таким образом он будет хорошо относиться к себе. Человек, который относится хорошо к себе, он не будет плохо относиться к другим людям. Хорошо, Зинаида, правильно ли я поняла, да, вот после вашего ответа, очень эмоционального, что вы хотели вот открыть ресурсный класс в 35-й школе, но столкнулись с непониманиями, какими-то бюрократическими препонами, да? Да, вот. И, но в итоге вы все равно этого добились. Да. Честь вам и хвала. И просто вот эта ситуация заставила вас подумать о том, что надо менять мир к лучшему. Ну, это немножко вот так вот идейно и пафосно, но это действительно так и есть. Ну, по существу так. Да. И что вы начали делать? Ну, в первую очередь, я, конечно же, переобучилась на психолога, но получить образование психолога – это только начало. Почему? Потому что там дают только базовые же понятия. Да? В любом случае, там специалист он должен выбрать то направление, которым он будет двигаться. А вот эти направления, они все платные, и они очень дорого стоят, поэтому психотерапия, она не может никак и дешево стоить. Ну, дальше пошло вот это вот подбор вот этих, чем бы я бы хотела, в каком направлении мне двигаться. Вот. И в каком вы решили двигаться? Я сейчас работаю в когнитивно-поведенческой терапии, да, но при этом я также транзактный анализ очень хорошо знаю и уважаю. Что такое транзактный? Транзактный анализ – это тоже метод терапии. У нас же очень много методов терапии. Да? Там есть гештальт-терапия, есть КПТ, есть психоанализ, есть вот и транзактный анализ. Да? И каждый... Чем он отличается вот от психоанализа, например? У всех свои методики, протоколы. По сути, там они отличаются. Вы ведете групповые, индивидуальные консультации. С чем большей частью приходят? Это связано бывает с детьми с инвалидностью? С принятием диагноза бывает гораздо реже, что меня действительно огорчает, но и также я понимаю мам, которые не хотят, пока не готовы к этому. Не то, что не хотят, я неправильно сказала, не готовы. Да? Это совершенно нормально, я их прекрасно понимаю, но в основном сейчас, конечно же, очень много клинических случаев, да, там,
учитывая наше время, которое мы сейчас проживаем. Раньше запросы были, конечно, такого больше личностного роста, да, там обиды на родителей, там как-то вот повысить свою самооценку, да, приобрести там какую-то уверенность, да, такие запросы были. А сейчас, конечно же, больше клинических случаев, это случаи депрессии и, конечно же, с тревожностью. Вот. А вот, знаете, как ваша специальность психолога помогла вам вот с Сашей, с обстановкой в вашей семье? Вот об этом, пожалуйста, расскажите. Как психология помогла? Да. Как-то мне сложно на это ответить, потому что как-то все шло... действительно она помогла, потому что, естественно, вам самой, наверное, прежде всего? Конечно же, это через себя же все делается, да. Вот, то есть, в первую очередь я прошла свою собственную терапию, да, потом уже вот это вот стала применять на своих. Вот, правила эмоциональной грамотности, да, то, что я являюсь адептом вот этой эмоциональной грамотности. И всегда говорю о том, что дети очень быстро это подхватывают. Мы же все говорим о том, что важно надо уважать там границы ребенка, обозначить. Говорим, но делаем совершенно обратно, нарушаем вот это вот. Правила эмоциональной грамотности как раз вот помогают соблюдать вот эти вот границы, да, в первую очередь свои собственные, и потом уже ребенка. То есть здесь вот как вот правило безопасности же есть самолеты, да, маску сперва надеваем на себя, а потом уже на ребенка. И здесь то же самое в терапии, в психотерапии то же самое. Сперва мы помогаем себе, а потом уже детям. Хорошо. Вот мы с вами вот на протяжении всего разговора в основном говорим о вас и о Саше, да? Вот пару раз вы сказали, вот, что муж с ним сидит иногда, да? А давайте немножко про вашего мужа. Чем он занимается, да? Какое участие принимает вот во всей этой ситуации? Хотя бы какими-то... Потому что я думаю, что это на самом деле проблема для особенных мам. Да, это действительно проблема. Почему? Потому что, как я сказала раньше, да, принятие диагноза в этих этапах часто возникают конфликты, когда мама вот начинает обвинять мужа, его родословную, да, там его какие-то гены, вот это ты виноват, да, и, естественно, начинаются вот эти вот на этой почве конфликты какие-то. И, к сожалению, часто бывает такое, то, что семья распадается, и, естественно, как правило, ребенок остается у матери, а папа там где-то там. Да, поэтому здесь очень важно тоже вот если есть такие проблемы, то лучше, конечно же, обращаться с специалистами, работать с ними. И мы тоже через это прошли с мужем. Да? У нас тоже было очень много конфликтов. И муж проходил через это, и я проходила, и мы вместе проходили, выясняли отношения. Вот как раз то, что я начала изучать психологию, интересоваться вот этим, это здорово нам помогло. Мы очень много с мужем разговариваем. Я считаю, что мне очень повезло с мужем, потому что мы с ним как вот пазл подходим друг к другу. Друг к другу особо не лезем, но при этом мы очень близки. Мы понимаем друг друга, поддерживаем друг друга. Я считаю, нам повезло. В общем, я так понимаю, что ваша специальность помогла вам вот семейную лодку как-то выдержать на плаву. Да, конечно же. Без этого никак. Хорошо. А как вот распределяются какие-то обязанности вот по дому, по воспитанию Саши между вами? Воспитанием, естественно, мы договариваемся, да, то есть, что-то муж предлагает, что-то я предлагаю, мы приходим к какому-то консенсусу. То есть, если есть спорные моменты, то мы пытаемся в любом случае прийти к какому-то консенсусу, договору. Потому что по-другому никак. Естественно, воспитанием больше доверяет мне муж. Потому что я в этом, не то что как специалист в этом, но я мама, да, и мужья-то вообще мужчина, в принципе, да, там больше доверяет женщина в этом вопросе.
но, тем не менее, мы это все вместе решаем. Вообще мы с мужем стараемся все вместе решать. То есть надо общаться, чтобы к чему-то приходить. Да, обязательно, без этого никак. Хорошо. И хотелось бы узнать, вот мы все время о Саше, да, у вас есть дочь, которая закончила институт, я знаю, да, живет в другом городе. Вот расскажите, как, наверняка же дочери тоже было очень сложно принять, что вот в доме появился особенный ребенок, да, то есть у нее братик такой, возраст, я как понимаю, подростковый у нее начинался, да? Ну вот, пожалуйста, об этом подробнее. Да, между моими детьми разница 12 лет, и действительно вот эта вот вся эта эпопея Саши, она для Лены было тяжело, потому что у нее был свой подростковый возраст, свои проблемы были. Вот. Но у нас особо каких-то проблем не было. Как-то мы все сообщали, как-то решали. Но я старалась, самое главное, я не нагружала дочку. Совершенно. То есть я не заставляла ее сидеть с братом, я не говорила о том, что вот мы умрем, ты должна будешь смотреть за ним там, и так далее. Я предоставляла полностью ей самой выбирать, как относиться к Саше, как вообще обстоятельства вот этой жизни относиться. Да, действительно, возможно, было такое, то, что ей, может быть, не хватало внимания, но она об этом никогда не говорила, не жаловалась на это. Ну, возможно, такое и есть. Сейчас у них очень теплые отношения. Саша очень любит свою сестру, и Леночка тоже очень любит Сашу. Вот мы вот буквально недавно ездили к Леночке в гости. Прямо это такая трогательная встреча была. Мы все втроем обнялись, плакали, вот, прощались точно так же, очень бурно, эмоционально. Так. Но они очень друг к другу привязаны и прямо вот очень любят друг друга. Ну, это все со временем происходило. Это не все сразу вот так вот, да, это все как-то поэтапно, в процессе все происходило. То есть я очень много с детьми разговариваю, объясняю, да, и стараюсь объяснять так, чтобы было понятно даже 8-летнему ребенку. Вообще я стараюсь писать, да, свои тексты, чтобы было максимально просто. Почему? Потому что Эрик Берн, да, автор метода транзактного анализа, он говорит надо так, чтобы было понятно даже 8-летнему ребенку. Поэтому я стараюсь говорить очень много, объяснять спокойно, так вот, да, и говорить не ты сообщением, а я сообщением. Я думаю вот так, вот, я чувствую вот так. Когда ты так делаешь, то мне возникают такие чувства. То есть один раз даже одна моя коллега, там, когда вот Саша, она смотрела, она говорит, Саша, видно то, что он психологичный ребенок, то есть, вот это отличаются дети, оказывается, я даже не знала об этом. Дети психологов, сын психолога. А как отличаются, кстати? То, что вот говорят о своих чувствах, да, говорят вот я сообщениями, спрашивают разрешение, Саша всегда спрашивает разрешение, я могу задать вопрос, я могу обратиться. То есть, правила вот этой эмоциональной грамотности мы все соблюдаем. Вот, А бывают ли у таких детей все друзья? Как они вот относятся к этому? Вот, то есть как бы большое количество людей их пугает, да, а вот когда, может быть, небольшое, там, не знаю, если вы говорите к сестре, он очень хорошо относится, привязан, да, а вот ровесники, есть ли какие-то, вот с кем ему хорошо? Это вот, как я уже сказала, где-то высоко, где-то низко, да. Аутизм вот это все и отличается вот этим вот. Где-то очень высоко, где-то очень низко. И действительно, это не означает то, что это нарушенная привязанность, да, аутизм, да, и я больше никому не привязываюсь. Нет, ничего подобного даже. Низкофункциональный аутизм, да, они тоже проявляют вот эту привязанность, да, они все равно привязаны к мамам, там, к своим каким-то значимым взрослым фигурам, да. Но с кем-то получается, а с кем-то не получается. У Саши в классе не получилось. Но он хорошо общается со своими двоюродными братьями и сестрами. У меня есть племянники, племянницы, вот с ними он очень хорошо общается. Раз в неделю они встречаются и проводят вместе время. Вот, и они близки по возрасту? Да, да, там разница. Саша младше их на год.
на год младше и на 2 года младше. А так они все одного возраста практически. Очень хорошо. Вот когда вы решили стать психологом, да, вы сказали, вот что я могу сделать, чтобы жизнь моего сына стала комфортной, легкой и счастливой. Вот сейчас я задам такой, наверное, непростой вопрос. Вот вы начали с того, что вот когда я умру, да, как будет жить мой ребенок. А как вы себе представляете его самостоятельную жизнь? Как я представляю? Ну, естественно, мне бы очень хотелось, чтобы у него была стабильность какая-то, да, о том, что у него были социальные контакты, он умел это создавать, да, умел это поддерживать. Ну, все то, что нужно, необходимо человеку, то есть работа, да, там какая-то профессия, которая ему нравится, которая у него хорошо получается, что у него были свои желания и возможность удовлетворять вот эти желания. Да, там, стремиться к каким-то своим мечтам, то есть в этом разбираться, что такое мечты, что такое желание, распознавать свои потребности, удовлетворять вот эти потребности. И при этом, конечно же, иметь социальные контакты, чтобы он умел где-то себя защитить, да, где-то там, может быть, наоборот, да, себя приструнить немножко, да, там, где-то научиться терпеть, потому что не всегда бывает хорошо, да, и не всегда он бывает прав. Вот. И вот научиться управлять собой. Вот. Ну, вот. Я бы хотела, чтобы именно вот так вот было. Я думаю, каждая мама этого хочет. Хорошо. А вот у вас, у мам детей с аутизмом, есть какое-то сообщество? Да, есть. Я знаю о том, что есть группы различные, да, аутизм в Якутии, я там не состою. У нас есть своя собственная группа, да, там расти, там есть мама, там делимся информацией время от времени, там, ну, какие-то вопросы задают. Ну, так, чтобы вы там периодически встречались, общались, или сейчас вам уже просто как бы нет необходимости в этом? У меня нет уже такой необходимости. Но как бы для тех, кто, вот, скажем так, начинающих, наверное, им нужна такая... Да, конечно же. Для этого есть Харасхал, да, и вот эти вот общественные организации есть, особый ребенок, да, и вот наша группа тоже, она есть, да, если там вопросы задают, мы, естественно, там помогаем, советуем, делимся информацией. И я очень рада, что Харасхал есть, потому что мне это помогло. В 2014 году, когда я только первый раз столкнулась с этим, мне это очень здорово помогло. И сейчас, я уверена, Харасхал помогает другим мамам. И я сотрудничаю с Харасхалом в этом направлении. Поэтому... Это вообще здорово. Вот еще как бы вот ваша цитата, да, его диагноз перевернул жизнь нашей семьи на 180 градусов. Благодаря диагнозу мы все стали лучше. Вот, наверное, для тех, кто, ну, как бы не совсем себе представляет, вот эта фраза вообще непонятна. Объясните ее, пожалуйста. Потому что когда вот мы, естественно, думали о том, что вот, ну, вообще хотели там много детей. У меня муж хотел много детей. Он там 3 или 5 он хотел. Ну, жизнь такую представляли себе, да, вот, ну вот дом, дети, там собака, там дача, там машина, ну все вот как вот по классике традиционно. Да. Но когда, говорит, появился диагноз, естественно, нам пришлось все это пересмотреть, переоценить. То есть очень многие ценности, они утратили свою силу. О том, что надо придерживаться каких-то канонов традиций, допустим, о том, что оказалось, что мы имеем полное право жить так, как мы хотим жить. Да, оказалось о том, что имеем право быть собой и не стесняться, не бояться вот этого. И это, да, действительно нас перевернуло это на 180 градусов. То есть мы поменяли взгляд прежде всего на себя, а потом уже на весь окружающий мир. Вот это очень нам помогло действительно очень много понять в себе, увидеть свои собственные внутренние конфликты, работать с этими, научиться с ними справляться и где-то сглаживать, где-то вот наоборот свои ценности проявлять. Очень здорово помогло нам. Замечательно. А вот можете ли вы вспомнить какой-то самый-самый такой сложный момент, когда вот хотелось опустить руки и вообще вот... И как вы из него выбрались? Самый сложный момент, даже как-то сложно вспомнить.
Ну, вот страшно было тогда, когда вот инвалидность нам поставили. Вот когда в самом начале, когда только вот нам сказали о том, что вот аутизм, да, и вот мы пытались найти этому решение, там вот искали вот информацию. Тогда было сложно, и у нас было очень много ссор с мужем. А у мужа тем более было тяжело, потому что это его сын, да, единственный сын его, и вдруг ему говорят о том, что у него ребенок больной, и муж не хотел, не смей мне говорить о том, что у меня ребенок инвалид. Даже было такое, и очень долго он запрещал это говорить. Он долго не хотел видеть в том, что у Саши есть проблемы какие-то. Но вот этот период, да, действительно очень сложный был. Потому что впервые столкнулись с чем-то непонятным. И приходилось это узнавать, хочешь, не хочешь, нужно было учиться жить с этим. Вот это было самый сложный период жизни, наверное. Потом уже, конечно же, стало полегче. Хорошо. А вот в тот самый момент, когда вот уже все как бы дошло до предела, да, вы еще, у вас не было еще тогда навыков психолога. Вот что помогает вот в этих случаях? Я бы сказала бы о том, что любовь к ребенку в семье, потому что мне помогала поддержка мужа, то, что я очень сильно люблю своих детей. Я понимала о том, что другого выбора-то нету. Нужно идти. Вот это вот так, да. Было тяжело, конечно же. Где-то опускались руки, где-то хотелось прямо вот выть даже, да, там, потому что было непонятно. Но дома были конфликты, но не так часто они были. Но в большинстве случаев мы с мужем друг друга поддерживали, старались всегда поддерживать. И вот это, да, действительно помогало. Если бы вот муж, может быть, меня не поддерживал бы, да, если бы он это категорично все это очень так вот резко отрицал бы, если бы он не прислушивался бы ко мне было бы вдвойне, втройне тяжелее. Но здесь я нашла очень хорошую вот эту вот опору. И муж во мне тоже нашел такую опору. Я надеюсь. Слушайте, в этом месте просто я хочу сказать огромную благодарность выразить вашему мужу, что вот он такой оказался вот рядом с вами, потому что, конечно, к сожалению, да, мы знаем, что многие мужчины не выдерживают и уходят из семьи, вот, а в этом случае то, что он оказался поддержкой, это очень здорово. Да, я очень рада. Хорошо. Зинаида, давайте вот выскажем какие-то пожелания вот мамочкам, которые столкнулись вот с такой, скажем, проблемой, да, что вот они узнали, что их ребенок особенный. Я бы хотела пожелать смелости, храбрости, мужества, справиться с теми трудностями, а трудности они будут в любом случае. И не питаться там иллюзиями, видеть реальность такой, какая она есть. Я знаю о том, что это тяжело, это больно, это очень больно. Но тем не менее вам придется это пройти, да, и я очень хотела бы, чтобы у вас была поддержка в этот период, на этих этапах. О том, что вот, пусть это муж, может быть, там близкие, подруги, там родные. Не отказывайтесь от их поддержки, не отказывайтесь от их помощи, принимайте эту поддержку, не замыкайте в себе. И это точно вам поможет выйти из шока от получения диагноза. Спасибо большое, Зинаида. Пожалуйста.